Переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Бабукеева Миргуль Раскулбековне. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые участники процесса, 19 сентября 2025 года в Конституционный суд поступило обращение Алмазбекова Тилека Алмазбековича и Гусева Валерия Евгеньевича о проверке соответствия части 6 статьи 370 Гражданского процессуального кодекса, частям 1 и 2 статьи 61 Конституции Крымской Республики. Оспариваемая норма предусматривает, что суд кассационной инстанции не обязан мотивировать свое решение в случае оставления акта суда первой или апелляционной инстанции в силе по основаниям, указанным в актах этих судов. При этом суд кассационной инстанции указывает, что он согласен с обоснованиями обжалуемых судебных актов. Как следует из ходатайства и приложенных к нему материалов, гражданин Гусев, выступивший в гражданском деле в качестве ответчика, обжаловал в Верховный суд судебные акты судов первой и апелляционной инстанции в кассационном порядке. Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело, оставил в силе решение суда апелляционной инстанции. По мнению Гусева, в постановлении Верховного суда не были приведены мотивы отклонения его доводов и нарушения процессуальных норм и неправильности произведенных расчетов, что, по его утверждению, повлекло нарушение конституционного права ответчика на получение мотивированного судебного решения и затруднило реализацию права на судебную защиту. Судебная коллегия по гражданским и экономическим делам Верховного суда, обосновывая отсутствие развернутой мотивировки, сослалась на оспариваемую норму, а также указала, что доводы кассационной жалобы по своему содержанию сводятся к несогласию с установленными судами обстоятельствами и иному толкованию норм права, которые уже были предметом всестороннего судебного рассмотрения, получили надлежащую правовую оценку и отражение в обжалуемых судебных актах. Автор ходатайства подчеркивает, что отсутствие обязанности мотивировать решение суда кассационной инстанции ослабляет систему процессуальных гарантий, снижает уровень судебной ответственности и подрывает принципы законности и доверия к правосудию. Субъекты обращений считают, что установленная законодателем норма фактически ограничивает право гражданина на получение ясного и обоснованного судебного решения. По их мнению, такой подход лишает институт кассационного обжалования его правового назначения, поскольку заявитель не получает ответа на приведенные им доводы и, как следствие, лишается возможности эффективной судебной защиты. В этой связи заявители утверждают, что оспариваемое регулирование нарушает принцип правовой определенности и противоречит частям 1 и 2 статьи 61 Конституции, гарантирующим каждому судебную защиту его прав и свобод, а также право на восстановление нарушенных прав всеми незапрещенными законом способами. Кроме того, заявители ссылаются на то, что оспариваемая норма не согласуется с международными стандартами защиты прав человека, закрепленным в Международном пакте о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека, а также в практике Европейского суда по правам человека, согласно которой мотивированность судебных решений рассматривается как неотъемлемый элемент права на справедливое судебное разбирательство. С учетом изложенного, заявители просят признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции. Постановлением Конституционного суда от 29 декабря 2025 года ходатайство Алмазбекова и Гусева было принято к производству. В целях обеспечения правильного разрешения дела проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращений и подготовкой дела к рассмотрению. На сегодняшний день дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Нет.